Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа, которая, надеюсь, раздражает не такое большое количество вас, которая называется «Один из нас», и который уже очень много лет с огромным удовольствием, к слову, веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И нынче летом я скажу честно, должную дозу внимания уделяли проблемам, скажем так, которые интересуют население, которые связаны со стихийным характером. Да? Не секрет, что последние годы лесные пожары, паводки – это тот бич, который наносит непоправимый ущерб народному хозяйству нашей республики. И человек, который воплотил в себе две вот эти темы, там огонь и вода, да, получается, исполняющий обязанности председателя Госкома БЖ Иннокентий Михайлович Андросов сегодня у нас в гостях, и уважаемый Баграт Григорьевич Данилян, руководитель группы зондирования, получается, да? Да, группы... Специальная авиагруппа, да? Да, специальная авиагруппа Росгидромета, который плодотворно работал у нас в республике. И давайте мы начнем с темы пожаров, потому что с прошлого года особую остроту вот этот вопрос приобрел. У нас в прошлом году часть населенного пункта была охвачена огнем, и огромное количество усилий руководство республики, население республики приложило к тому, чтобы восстановить Бескюль. Да? У нас нынче, если не считать нескольких строений, удалось избежать трагических событий прошлого года. Добрый день, телезрители, добрый день, Дмитрий. Да, весенне-летний сезон в нашей республике, он, в кавычках, оказался урожайным по стихийным бедствиям. Весеннее время – это заторообразующие процессы на реках были. Это участок реки Лена на территории Намского района. Это и река Колыма, Назарянка и так далее. Поэтому мы плавно перешли на лесные пожары. Вот в прошлом году, в 2021 году, первые пожары лесные были уже числа 5-9 мая, период. С учетом очень крупных пожаров 2021 года, начиная почти с сентября месяца, под руководством главы республики Айсена Сергеевича Николаева и председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко были предприняты серьезный комплекс мер, чтобы 2021 год у нас не повторялся. Поэтому мы уже имели органы исполнительной власти комплекс мер по подготовке пожароопасного сезона на 2022 год. И, конечно, за зимнее время, я такое не помню, все зимнее время мы делали подготовку к сезону. Но, по-моему, можно вперед забегая говорить о том, что сезон 2022 года, пожароопасный сезон, уже показывает, да, плод этой работы налицо. Много, значит, очень серьезных изменений, начиная от очень больших поправок на нормативно-правовые акты, принятие новых нормативно-правовых актов. Сегодня более четко сделали действия всех органов исполнительной власти, всех звеньев нашей территориальной подсистемы РСЧС. Поэтому, конечно же, можно говорить о том, что сегодня намного уже меньше стало пожаров. Сегодня вот на 10 августа в республике всего действующих 308 пожаров на сегодня. А в целом начало сезона зарегистрировано 546 пожаров. Аналогичный период было 1500 было. В этом году это порядка 252 тысяч гектаров. А в прошлом году эта цифра достигала 5,5 миллионов гектаров. Поэтому, конечно же, сравнение налицо. И мы, конечно, к этому шли все. Поэтому можно, конечно, в этом году тоже свои какие-то отдельные чрезвычайные ситуации были. Вот мы напомнили, да, о рылах Менинского района. Как раз верховый пожар попал в деревню. Хорошо, что вовремя среагировали
пожарные службы, государственная противопожарная служба его удержали. Ну и есть сегодня порядка 4-5 населенных пунктов подходы были. Это 5-10-километровая зона. Но сегодня у нас алгоритм действия совсем другой, поэтому как-то мы сами себе и лесоформирование Министерства экологии, это Якутнесресурс, ГАУ, это и авиалесохрана, это и муниципальное образование, которые у себя создали маневренные патрульные группы, это службы государственного обеспечения, служба спасения, аэромобильная группировка, это маневренные группы. В каждом пожарной части по 5 человек уже начали нормально взаимодействовать, реагировать, и работа идет, я думаю, в полном ходе, без всяких каких-то задержек сегодня. Это то, что касается пожара. Да? Но, Иннокентий Михайлович, наша группа застигала вас и в населенных пунктах Верхоянского улуса, где наблюдалось экстремальный, скажем так, дождевой паводок, да? Экстремальный, потому что мы тут обсуждали и с гидрологами, и с мерзлотоведами, какие факторы могли сыграть на этот. Прежде всего указали на то, что чрезвычайно мало, скажем так, станций, метеорологических станций, которые могли бы, скажем, какую-то закономерность определить. Коллеги-ученые указали на это, да? Вот немножко по паводку в Верхоянском, и мы вернемся к общей теме. Ага, спасибо. Паводок в Верхоянском улусе, конечно, я был с первого дня до прохождения дождевого паводка последние населенные пункты, это 10 дней. Мы 9 июля были Дмитрием Дмитриевичем Садовниковым, курирующим нашу отрасль, первым заместителем председателя правительства как раз Севян-Кёли. Там уже дождь прошел, он разделил поселок на 2 части. Река Сволоникан он разделил на 2 части, хотя там горная порода и так далее. И потом увидели на озерах Большой и Малый Селян настолько много воды, и с таким размахом вода шла вниз, по пойме вниз. И тогда поняли, что, видимо, будет серьезный паводок. Хотели улететь, но там непогода, поэтому вернулись, и Дмитрий Дмитриевич сразу же созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям ночью, а утром мы уже улетели и были со спасателями в Верхоянском улусе. Конечно же, мы до этого, когда получили штормовое предупреждение, проводили ВКС руководством района. Нужно готовиться уже, видимо, повторяются те годы, когда проходили крупные наводнения. Это и повторилось в этом году. Но в целом подготовка муниципальным образованием была достаточно высокая. Но в этом году мы не только сидели и ждали, когда он утопит населенный пункт и так далее. И где есть возможности, мы начали вести работы. Поэтому мы, во-первых, задание главы республики было удержать Батагай, поселок. Мы его удержали, сделали, 2-километровый дамбооборудование. Использовали дорогу. В целом все жители поселка очень активно работали, промышленные предприятия, хозяйствующие субъекты. Всего с учетом Севян-Кёли затоплено 11 населенных пунктов. И сегодня, конечно, это все прошло, но в то время это было, конечно, чрезвычайно. Мы порядка более 400 человек эвакуировали от всех населенных пунктов. Привозили сюда детей на летние лагеря и так далее. И все министерства очень хорошо, аккуратно поработали. Сегодня уже завершается этот сезон, дети уже обратно улетают в себя до Верхоянии. Мы привозили тоже много пожилых, престарелых людей, инвалидов. Тоже Минтруд, Министерство труда и социального развития очень хорошо поработало. Поэтому сколько мы смогли, смягчили тот удар, который сегодня получили и сегодня продолжает на восстановительные работы жителей Верхоянии и руководства муниципального образования. Конечно же, это когда он уже был затоплен Суардах, первое население, мы уже
ждали вот второе село через определенный промежуток времени. Потом уже мы ждали Верхояне, Верхоянском городе. Ну и потом Батагай. Вот так все шло чередом. Конечно же, причина, вот как раз утром мы Баграт Григорьевичем тоже на эту тему говорили. Это большие осадки. По-моему, они по верховьям 3 рек Дулгалах, Сартан и Адышания разные. Самые крупные осадки прошли в верховьях Дулгалаха. Говорили, что там 40 миллиметров. Это месячная, значит, норма. В Сартанге чуть меньше, потом в Адыше чуть больше, вот так. Ну и я прослеживаю, там одна из причин, по-моему, это селевые потоки, которые произошли от наледей. По данным Института миротворения, мы в конце, ну, в районе вот 2010-2015 года изучали, ездили много по наледям. Там фиксировано вот по тем данным 224 наледей, которые каждый год они образуются, льды. Есть супергигантские, гигантские есть. И, конечно же, там вода тоже накапливается, вот таких крупных дождей, и он начинает вот по принципу домино идут, прорывается и идет вода вниз. Поэтому вода была очень грязная, много, видимо, сели и так далее, и так далее. Вот. Иннокентий Михайлович, ну мы неоднократно встречались и в старой студии, и здесь, как с руководителем одного из направлений, которые обеспечивают, ну еще раз, все, что связано с водными бассейнами. Да? Ваши коллеги из ученого сообщества, межзлотоведы и так далее, говорили, что в принципе вот это супергорье, которое Верхоянское образовывается, да, там скопление вот этих, ну, на 90% это связано с климатическими вещами, потому что, вот, как вы говорите, селевые, ледниковые вещи. Да? Я бы просто, еще раз, эта программа же у нас называется «Один из нас», и ну, у нас население, информационное поле, ну, не секрет, что на 60-50% составляют люди, которые, ну, далеки, скажем, от науки, далеки от научно-технических вещей и так далее. Я бы хотел поприветствовать нашего уважаемого гостя Баравзес Баграт Григорьевич. Баравзес. Да, у нас дело в том, что кое-кто связывает вот эти паводковые вещи, да, с обывательской точки зрения. Ну, идет, допустим, в новостях в республике работает самолет-зондировщик, Росгидромет. И тут же параллельно через 6 часов там Сурдах затопило, к примеру. Да. Люди не могут понять вообще, как работает принцип действия зондировщика, не имея, скажем так, крупного достаточно представления. Дело в том, что я один раз имел, скажем так, большую неосторожность напроситься на борт одного из первых зондировщиков, которые работали в республике в 1993-1994 годах, по-моему. Да? И, ну, скажем так, у меня ощущение было такое, что летели военные летчики, и которые, ну, абсолютно на церемонии, скажем так, с вещами выполняли свою задачу. Это облет облаков, вход в облака, отстрел вот этих пиропатронов и так далее. Ну, я честно скажу, что из 3 человек съемочной группы 100%, скажем так, претерпели в организме определенные изменения, которые сразу после полета на Землю. Это не вы были? Да, действительно, это была наша команда. 94-й? Да, это 94-й год, самолет Ил-18, бортовой номер 75906. Пилотировали военные летчики. Мы здесь как раз работали по, значит, увеличению осадков для увлажнения зоны заречья, для Министерства сельского хозяйства. У нас были там два... То есть не противопожарные там задачи были? Нет, не противопожарная, она была, так сказать, направлена именно на сельское хозяйство. Значит, один из договоров был с Министерством сельского хозяйства, а второй был с экономической зоной развития заречья, по-моему, называется. Есть такая. Вот у нас были 2 работы. Вот 93-94, еще одна работа была уже там, уже 2004-2005 год, уже на вашем самолете, который с помощью, так сказать, с нашей помощью тоже был у вас здесь оборудован, создан.
именно, значит, он принадлежал компании Сирайера. Такая компания была. И вот дальше вот на этом самолете мы также проводили работы, но все работы были связаны именно с сельским хозяйством. Для того, чтобы, допустим, там увлажнение способствовало развитию вот сельскохозяйственных угодий, травостоя, там, ну и всего, так сказать, то, что с этим связано. Я напомню, что нашим телезрителям не просто... вот как написано, борт-оператор-испытатель, кандидат физико-математических наук, да? Специалист по физике облаков. Да, безусловно. Да. Так, то есть, еще раз, мнение суперэкспертное, мнение суперкомпетентное. И, Баграт Григорьевич, по вашему мнению, да, подкрепленным вот, значительным опытом и в теории, и в практике, может ли работа даже в течение, скажем так, определенного количества времени, потому что, ну, я же отслеживал очень много информации. По моим данным, я, к примеру, знаю, что Иннокентий Михайлович не допустил нашу группу в вертолет. Он сказал, если полетите вы, не полетят 3 детей из затопленных сел. Да? Было такое? Было, Иннокентий Михайлович, да. Я слышал, что в зоне Верхоянского Нагорья ваш борт не летал. Да, в этом районе мы, безусловно, не летали. Я вам хочу сейчас пояснить, значит, в чем заключается задача, значит, именно нашей группы, нашего самолета. Кстати, хочу сказать, что самолет, он работает здесь, самолет-лаборатория Росгидромет, оборудованная совершенно самым современным оборудованием для измерения широкого спектра, значит, процессов и явлений в атмосфере, в том числе и облачных процессов, и проведения активных воздействий. Вот вчера, так сказать, в полете участвовал наш уважаемый, так сказать, гость. И он увидел эту лабораторию и оценил ее, действительно, так сказать, ее, значит, достоинство. Безусловно, оно входит в 8 самых лучших лабораторий мира. Вот, находится в реестре всех этих лабораторий. Это именно то, что касается этого самолета. Теперь по поводу этих работ. Дело в том, что работы, хочу сказать, что впервые вообще-то в нашей истории, а вообще, наверное, в истории, так сказать, в мировой истории впервые в Республике Саха-Якутия инициирована и организована работа по именно предварительному увлажнению территории, особо опасных в пожарном смысле, с особо высокими классами пожароопасности, инициирована, значит, благодаря деятельности вашего руководителя республики. Почему? Потому что по этому поводу много, так сказать, было и наших стремлений такие работы проводить. Почему? Потому что, в принципе, пожароопасность, класс пожароопасности, он в том числе и напрямую связан с количеством выбывших осадков. Там много факторов. Но один из факторов, конечно, это именно количество осадков. И надо полагать, и республика, значит, руководство республики, конечно, в этом прекрасно понимает, что надо полагать, что если, так сказать, осадки есть, то ожидаемо снижение и класса пожароопасности. Поэтому эта работа была инициирована. Вот, ну, в стране у нас мой институт является ведущим в этой области, в области искусственного регулирования осадков. Поэтому, значит, мы здесь. Нас пригласили, мы здесь работаем. Как планировалась, в принципе, в целом эта работа? Оно не сразу вот мы прилетели, начали работать. Мы задолго до этого готовились к этой работе вместе со службами, значит, вот, комитета, со службой спасения. Мы рассматривали долгосрочные прогнозы именно горимости ваших ежемесячные, которые делаются по определенным методикам, значит, и Росгидрометом, и, значит, и Рослесхозом. Полученные данные, так сказать, они сравнивались с прогностическими данными, возможно, циклонической деятельности и так далее. И как строилась работа. Вот, скажем, допустим, в июне месяце у нас наибольшая горимость в центральных районах или в южных районах. Ну, эти, так сказать, данные у нас есть. Я сейчас объясняю принцип, да. Тогда, так сказать, вся работа в мае, она должна быть направлена так, чтобы именно работать вот в этих районах. Чтобы в июне уже был снижен класс пожароопасности. И так дальше последовательно перемещается вот этот метод и на июньские работы, поскольку, так сказать,
сказать, они напрямую связаны с июльскими, значит, классами пожаров и с августовскими. Поэтому вот таким, значит, последовательным, значит, планированием этих работ, так, так сказать, она и, в принципе, и выполнялась. Сам процесс работы, он выполнялся следующим образом. Службы, нашей службы спасения и комитет по чрезвычайным ситуациям, да? Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности, они имеют всю полную информацию, где ожидается наибольший класс возможного вот такого нежелательного явления, как пожароопасности, возникновения пожаров. Поэтому они, значит, дают эти заявки. Наша задача с местным, значит, УГМСом, гидрометеорологией, значит, гидрометцентром местным, определить возможность появления так называемых подходящих облаков. Мы называем их, значит, в простонародье ресурсные облака. Почему ресурсные? Потому что не все облака, оказывается, значит, которые приходят, могут, так сказать, после воздействия, да, увеличивать осадки. Есть, значит, облака после воздействия, наоборот, уменьшают осадки. Вот. Поэтому, значит, мы анализируем, получаем информацию с местного УГМС очень квалифицированную. Хочу сказать, пользуясь случаем, хочу отметить высокий профессионализм местных синоптиков, метеорологов, которые, значит, очень активно с нами работали. Буквально, значит, в боевом режиме, то есть день и ночь мы анализировали, смотрели всю погоду, не считаясь ни со временем, ни потому что самолет должен вовремя вылететь. Это именно та работа, которая не терпит, допустим, там, задержек там, и так далее, потому что погода нас не ждет. Если процесс пришел, он должен либо быть, так сказать, обработан, либо он уйдет. И облака нас не ждут и не зовут нас, пожалуйста, приходите. Поэтому, значит, вот в этом постоянном, так сказать, дежурстве мы находились весь этот период. Прилетели мы сюда 13 мая, а 14 мая... 14 мая был уже первый полет. И вот все это время, сколько, значит, мы находимся здесь. И сколько вылетов совершили? 27 вылетов. 27 вылетов. Да, 27 вылетов. Просто, Баграт Григорьевич, у нас, еще раз, у обывателей есть мнение такое, видение такое, что это как Б-200. Да. Ну, Б-200... Не так же? Ну, я хочу сказать, что Б-200, конечно, свою роль выполняет, но... да, безусловно, проливается, будем говорить, вода в виде осадков, но только не из самого самолета, а из облака. Б-200, ну, Б-200, конечно, у него точные засевы прямо над пожаром. Если мы, так сказать, работаем, то мы, значит, орошаем, значит, то есть увлажняем большие территории. По крайней мере, значит, есть еще вторая задача, это непосредственное тушение пожаров. Этой задачей занимается другой зондировщик, который, кстати, вот этот зондировщик и был создан у вас в свое время, а сейчас он работает в Иркутске. Он как раз точечно занимается тушением пожаров, методом, значит, искусственного вызывания осадков. Вот он именно подбирает такие облака, которые с учетом переноса, с учетом ветра, с учетом его развития разовьется именно там, где этот пожар, и вылет именно там. Задача очень сложная. Очень сложная. Работают специалисты авиалесохраны, подготовленные специалисты, прекрасно понимают, так сказать, в чем-то суть и задачи свои. Вот. У нас немного другая задача, просто, так сказать, вызвать осадки на больших территориях, сравнить больших территориях, где наблюдается, допустим, там высокий класс пожароопасности. Увлажнение почвы, да? Да, просто увлажнение почвы. Вот. Безусловно, если там есть пожары, эти осадки, если там попадают, какую-то положительную роль, безусловно, они выполняют. Ну, от этого, так сказать, не уйдешь. Но это, так сказать, не специальные точечные воздействия, которые, значит, можно сделать именно на пожар. Этим занимается другой борт. Кстати, я хочу сказать, что впервые тоже, значит, мы работаем здесь, в Якутии, вместе одновременно. И даже, так сказать, иногда работаем даже в одном, значит, районе. Но мы сразу так разносим, так сказать, свои задачи, даем возможность ему отработать. Вот, и дальше мы продолжаем работать, или мы до этого работали, дальше он продолжает работать. То есть здесь у нас кооперация и взаимодействие совершенно, так сказать, эффективное и полное. Мы
находимся в одном месте, живем даже в одной гостинице, поэтому обсуждаем каждый вечер, так сказать, предстоящие возможности работы и для того, чтобы наиболее эффективно это все, так сказать, сделать. Теперь основной вопрос, о котором вы говорите, там, могло, не могло. Вот. Значит, еще раз я говорю, значит, борт работает именно там, где высокий класс пожароопасности. Верхоянский район этим, так сказать, нынче не болел, да? Да? Не так сильно болел и практически не болел, да? Это первое. Значит, те районы, которые, это вот именно южные районы, центральные районы, значит, Заречье у нас, вот Тамбовский район, вот эта часть, восточная часть, этой самой, наиболее были подвержены именно вот, возможностью возникновения там нежелательных значит, условий, связанных с пожарами. Поэтому они нам дают такие. И дальше не просто так. Дальше мы смотрим развитие процесса. Если процесс идет интенсивный, я хочу вам сказать, уже здесь уже физика какая-то. Значит, если процесс ожидается очень интенсивный и наблюдаются сверхинтенсивные осадки, ожидаются, там с этими облаками, значит, на эти облака воздействовать не имеет никакого смысла. Практически. Не имеет смысла. Сам прольется, да? Ну, во-первых, они, так сказать, они максимально развиты. Значит, параметры не подходят под наши критерии. Ресурсные облака у нас – это определенный класс облаков, который имеет определенные, допустим, температурные характеристики, высотные характеристики, стадии развития и содержание внутри жидкокапельной воды и возможность, так сказать, еще и естественных кристаллов, есть они или нет. Теперь этот процесс, который идет с мощным циклоном и выходит с осадками, прогнозируется с осадкой более, там, не знаю, там 20-30 миллиметров, там, и есть еще такое понятие, так сказать, быстрый процесс, то есть эти ожидаются, так сказать, ливневые осадки, которые очень быстро могут пролиться и так далее, туда самолет не летает. По многим причинам. Первая причина – безопасность полета, вторая причина – это именно, значит, там с этим процессом сделать ничего нельзя. Поэтому уже для этого процесса самолет летал в другом месте, и, значит, работа его не была никоим образом, уверяю вас, связана именно с этим процессом. Это вот то, что касается, значит, этого самого. Я добавлю еще. Да. Немножко коснемся принципа работы, да, потому что, еще раз, для обывателей вот эти дожди, которые, ну, в течение лета шли в центральную, особенно, ну, мы же мониторим центральные там и так далее, да? Для обывателя там кажется, что поработал зондировщик, с неба выпали какие-то ядовитые там суперосадки, которые в бочках цветения вызвали там и так далее. То принцип работы пиропатрона, ну, давайте. Ну, вы знаете, что вот я вот в этой области прям с 79-го года, ну сколько, уже 50 лет, да? Ну, почти, да? Полвека в это. Только этим и занимаюсь, понимаете? Я не помню, значит, такого года, когда мы работаем, чтобы вот такие, так сказать, выступления, нет, такие высказывания появляются в прессе, там, где только они не появляются, понимаете? Что именно, значит, пожелтели огурцы, там, значит, выпало то, выпало это, и все прочее, 10-й, 5-й, 10-й. Нам приходится, это, они обращаются, значит, нам приходится делать, значит, расширенные, детализированные разъяснения. Безусловно, в этих разъяснениях, уверяю, что моя группа, так сказать, наверное, потратила, ну, колоссальное количество времени для того, чтобы разъяснить населению, что происходит. На самом деле, да, ничего такого, значит, страшного и подобного не происходит. Почему? Потому что, во-первых, каждый патрон – это порядка 30 грамм, да? 30 грамм. Значит, внутри в этом патроне 8% этого йодистого серебра. Можете умножать, да? Все, значит, патрон, так сказать, начинает гореть, и вот, правда, значит, образуется большое количество очень маленьких, субмикронных, там и в микроскопе не увидишь, так сказать, 10-13 степени таких ядер, частиц, которые попадают в облако, и на них, значит, начинает рост, так сказать, кристаллов, образуются кристаллы, рост частиц, и они, значит, потом собирают всю эту воду в облаках, растут и выпадают, значит, на землю. Теперь, значит, вредно или не вредно. Вот смотрите, значит, у нас были проведены, я вот с полной ответственностью говорю, проведены специальные исследования. Исследования на полигонах противоградовой защиты.
это то, что мы сейчас здесь работаем, это, ну, я не знаю, 100-я часть процента значит, использования вот этих пиротехнических изделий. В противоградовых работах, когда, так сказать, защищаются виноградники и так далее, там ракеты используются, там колоссальное количество происходит стрельб за сезон. И в течение нескольких сезонов специально брали пробы во всех средах. Вода, земля, воздух. На содержание именно вот этого йодистого серебра. Ни в одной среде содержание именно там, на полигонах, не превысило, значит, ПДК, допустимое значение, так сказать, санкций. Поэтому, пускай, значит, население успокоится, ничего страшного в этом нету, понимаете? И их практически, так сказать, ошутить совершенно невозможно. Особенно для такой огромной территории, какой является ваша республика, самая большая республика у нас в нашей стране, вот, и распространение вот этого, значит, мизерного количества вот этих ядер ни к чему, так сказать, страшному не приведет. Ну, у страха глаза велики, еще раз. Пожалуйста. У нас же население такое, еще раз. Есть информационная лента, где говорится, что... И вызывало, вот почему я вопрос задал, не работает ли зондировщик в режиме штатного тушителя, ну, в пожарном режиме, получается, да, потому что вроде бы у нас горение шло, скажем так, в заречных районах, а зондировщик работал в Вилюйской группе, да. У нас горение переместилось заречное, вы ушли на южное направление. То есть это превентивные меры, которые понижают класс. То есть, чтобы не горело. Да, второй борт непосредственно работал по тушению, но принцип его, скажем, он немножко другой. Нет, такой же. Он такой же. Он такой же, но я еще раз более говорю. сложных расчетах, да? Да, он такой же, но он должен, так сказать, так провести эту работу, чтобы уже вот это облако, с учетом переноса всего, развития самого процесса и так далее, он должен прийти и вылить именно воду над этим пожаром. Поэтому в этом смысле, значит, есть разница у нас, специфика. Да, и комментарий на Иннокентия Михайловича. Да, ну, во-первых, такой экспериментальный опыт в таком более длительном периоде, как у нас в этом году происходит и произошло, впервые у нас в Российской Федерации, потому что ни один регион так не заказывал такой опыт. Вот, поэтому, конечно же, мы, когда осенью 2021 года получили поручение от главы республики, прямое поручение было, в следующем году давайте будем иметь свой самолет, который бы работал именно на искусственное вызывание осадков. Мы начали искать, и, конечно же, все пути, как говорят, и в Рим, мы дошли до Росгидромета, САУ, Центральная аэрологическая обсерватория. И вот уже, конечно, Баграт Григорьевич оказался, что он продолжает работать уже полвека, и нам было очень удачно, что начали работать. Заключили контракт, и перед этим, конечно же, мы сделали достаточно подробное техническое, значит, условия, наши задания, как бы будем работать. И всю эту работу мы провели через службу спасения республики. Там у нас работает, действует центр мониторинга и прогнозирования, тоже специалисты. Мы, значит, поставили задачу, вот, во-первых, обучать наших. Они прошли обучение, они летом, вот когда они летали, участвовали, потому что же мы в следующем году полярные авиалинии будут уже иметь свой самолет, который может он обстрелять пиропатронами. Конечно же, мы и сами, и наши знакомые, коллеги как-то скептически относились к тому, что насколько даст ЭПИК. Ну, есть уже, у Баграта Григорьевича есть, может, сегодня даже можно озвучить данные, которые говорят о том, что у нас намного в этом году лучше стало. Это есть такие уже первые выводы. Ну и, конечно же, вот в зимнее время мы будем заниматься, и вместе с нашими коллегами будут давать нам выводы, предложения. Мы тоже свои подготовим, потому что, да, у меня тоже спрашивают, вот вы вызываете там дожди, и мы сейчас не можем там сено косить и так далее. Мы, во-первых, я должен упомянуть о том, что в мае месяце, да, мы работали с заявкой Министерства сельского хозяйства на повышение травостоя. Во-первых, вот вперед забегая скажу, у нас все маршруты Баграта Григорьевича, они нам каждый день представляют, вот после вылета.
это будет в отчетах, где он летал, маршрут. Потому что сегодня технология такая, как он вылетает, там все описывает. По каким там наслегам, по каким речкам и так далее. Мы даже досконально это вырисовывали. Давайте вот сегодня так полетим, потому что это задание Минсельхоза, нужно там, чтобы был дождь. Но в некоторых районах, вот скажу, водораздел это заречной группы Улусов, реки Тат, Амга. Там мы сколько летали, и там дожди не шли, потому что там высокое давление, и он не подпускал эти наши облака ресурсные. Поэтому, конечно, мы с разной стороны его входили, чтобы там дождь был. Потом я и по своим каналам, и через муниципалитеты постоянно общались. Дождь сколько там у вас? Ну, у нас, как люди измеряют, да с крыши столько там, полбочки, бочка и так далее. Вот. И поэтому, где нам удалось, мы, конечно, повысили травостой. А то, что вот в июле, в августе у нас в основном это на снижение пожароопасности. У нас все маршруты описаны, мы летали в основном Алданский, Нерюнгринский, Ушмайский улусы, ну и Томпонский улус. Это предгорье, где были пожары, и они долго горели. На северах мы не летели, в Берхаяне не летели. Блюзская группа улусов тоже по заявкам. Заявки идут у нас от Минсельхоза, вот в мае месяце были, потом по снижению класса пожароопасности от Министерства экологии, который у нас является ведущим по пожаротушению лесных пожаров. Вот, поэтому на сегодня, конечно, я четко должен сказать, что эффективность работы очень высокая. И в какой-то момент я тоже гидрометеорологию знаю, поэтому как-то более не очень так хорошо относился к этому делу, да, но поручение я очень активно занимался. И вот сегодня я говорил моим работникам службы спасения, я последний полет я полечу с Багратом Григорьевичем. Крайним, не последним, крайним, да. И вчера я участвовал в полете, но я ожидал, конечно, что-то новое видеть, а когда уже там летал, и мы 3,5 часа летали, и видел, это какая вообще-то трудная работа. Но и летчики непростые, это испытатели. Вот. И там работа кипит, люди, около 20 компьютеров висят, напичкано более 20 приборов снаружи самолета, которые дают определенные эти данные для принятия решений. И я видел, как мой коллега Баграт Григорьевич там руководит и работает. Все синхронно, очень хорошо работает. Поэтому, конечно же, мы видим продолжение этой работы. Сегодня у нас будет отдельное совещание в правительстве под руководством Дмитрия Дмитриевича, как мы будем его в следующем году использовать. Поэтому, конечно, наш народ всегда, он очень быстро, они замечают что-то новое, да, и сразу же на негативную сторону. Конечно, в этом году у нас год оказался очень таким дождливым. Это мы не перетаскиваем тут какие-то облака и так далее. Циклоны идут за циклонами. И со всех сторон. Поэтому дожди, сделали дождевой паводок в Берхаяне. Циклон прошел отсюда монгольского происхождения, допустим. Да? И поэтому люди должны правильно понять это направление работы, который пошел комплекс мер по подготовку пожароопасного сезона 2022. Я считаю это правильным, и мы его, конечно же, будем продолжать. В мае месяце у нас в этом году дождей совсем было мало. Мы как раз летали, и они вызывали дожди, и как раз мы очень поздно открыли пожароопасный сезон. В прошлом году было 5 мая, уже пожары в Томпонском улусе были, а в этом году они позже начались, притом какие-то мелкие очаги. Поэтому эффективность этой работы есть. Но глобальные такие уже видения у Баграта Григорьевича, я вчера, он меня ознакомил, это совсем на глазах видно. Наверное, он сегодня в этом скажет и правительстве, и в отчетах тоже будет. Это для нас как бы новые открытия и показывает новые горизонты для наших совместных действий всех органов исполнительной власти республики и, конечно же, под руководством нашего правительства республики. Вот. Все маршруты всех
полетов, они у нас. По часам, мы по часам вот рассчитываемся, остатки, все мы считаем и так далее. Поэтому плотная работа, и я, конечно, сегодня, воспользуясь случаем, должен поблагодарить наши службы спасения. Мы же, вот само слово, мы должны спасать, заниматься поисково-спасательными, аварийно-спасательными работами. Но у нас и космос, и вот искусственное вызвание осадков. И этой трудной работой мои коллеги справились, и сегодня очень четко и корректно поработали группой, которые вот они у нас работали. Порядка 20 человек приходят и работают, и это жилье, бытие, вот в целом, ну, неплохо мы отработали, я считаю, вот так. Ну, я считаю, что вклад группы под руководством уважаемого Баграта Григорьевича, он огромный. Просто скажу, что для расстановки сил, которые привлечены на те или иные районы, которые в большей степени пожароопасны и так далее, зависели конкретно от деятельности. Да? То есть у оперштаба был оперативный тактический люфт такой, да, который позволял передвигать огромные силы на самом деле. У нас же и повышение количества десантников, и увеличение лесоресурса. Я как раз, если позволите, я хочу сказать. Я хочу вам сказать следующее. Значит, я был свидетелем чрезвычайно серьезного проведения всего комплекса работ. Значит, руководство комитета и руководство вообще республики, они организовали в этом году здесь, на территории значит, республики, ну, суперэксперимент. Ну, так я скажу. В хорошем смысле слова. Почему? Здесь были консолидированы все силы. Вот смотрите, значит, наш зондировщик, который увлажняет. Дальше второй зондировщик, он начинает тушить. Дальше все службы, так сказать, значит, непосредственного тушения и так далее. Мы считаем, что все же именно такой подход руководства республики позволил консолидировать все вот эти, значит, силы, которые могут, значит, решить положительно эту проблему. И именно это результат общего усилия, понимаете? Безусловно, там наш вклад есть. Но надо отметить очень высокий, так сказать, вклад и других всех служб, которые работали в этом направлении. Би-200. Да, Би-200 и так далее. Поэтому удивительно, так сказать, вот удивительно проведена работа на данный момент вот с привлечением всех, значит, вот этих возможных сил и, значит, средств, которые способствовали вот такой ситуации, которая сейчас на данный момент у нас есть. Евгений Михайлович, у нас программа завершается очень кратко, да? Без вот этого комплекса мероприятий, включающих в себя действия Росгидромета, да, наземных служб, ваших подразделений и так далее, да, все-таки был риск получить, ну, примерно сопоставимые площади, как в прошлом году, да? Или как? Ну, конечно же, вот комплекс мер, которые вот проводили, начиная с осени до пожароопасного сезона, да, оно очень сильно повлияло на качество работы в этом году. Вот видите, в этом году мы даже минимально мобилизовали население. Во-первых, это увеличены штатные единицы и авиалесохранения, ГАУ Якутия-Лесресурс, техника. Мы, Госкомобеспечение, наши подразделения получили тоже много сил. 41 человек – это аэромобильная группировка дополнительно в службе спасения, которые летом работали, среагировали. Это дополнительная техника, 21 единица лесопатрульные малогабаритные комплексы, которых мы раздали по всем нашим предприятиям. Новые автоцистерны, пожарные машины. Конечно, это помогло. И сегодня я видел одно. Сегодня каждая организация знает свой комплекс мер, которые они должны реагировать. Когда реагировать, уже без даже поручения они уже начинают действовать. Сегодня вот мы уже Усмай, вот в 10-километровой зоне поселка Усмая, пожар находится пожар. Наши среагировали, полностью там стоят. И лесоформирование все наши, в случае вот угрозы поселку Усмая. Поэтому это, конечно же, чуткое руководство. Это комплекс мира, по-моему, в 20 листах было. Мы его уже выполнили. Это и работа муниципального образования по проложению минерализационных полос, противопожарных разрывов, ну, не говоря там пунктов временного размещения и так далее. Поэтому
вся работа, конечно, сегодня подводит к тому, что у нас, ну, пока еще сезона рано, но пока плохо справляемся. Ну, можно постучать бы 3 раза, да. Неплохо справляемся. В целом неплохо идет. Ну, надеемся, что будет все нормально. И к этому, и, конечно, и вот наши коллеги. Я на самом деле, да, благодарю сегодняшних гостей, прежде всего нашего уважаемого Баграта Григорьевича, успешного отчета правительственной группе. Иннокентий Михайлович по старой доброй традиции заглянул ко мне в темную студию. Да. Я сам Саха, я сам с очень большим пиететом, как и все представители народа Саха, отношусь к природе. Я работаю с деревом, я знаю, что такое лес, дерево, свойства данного материала. И при всем этом пиетете перед силами природы и так далее, я считаю недопустимым, когда горят дома. Я считаю недопустимым, когда, не дай бог, гибнут люди, там, сельское хозяйство страдает, все отрасли народного хозяйства страдают. Да? И тот комплекс мер, я как житель республики, да, тот комплекс мер, который предпринят в этом году, я оцениваю на 5 с минусом, возможно. Да? С минусом, потому что впервые просто... Есть куда двигаться. Да, есть куда двигаться. Впервые просто это дело в таком масштабе проведено. И просто хотел бы внести свой вклад в дело того, чтобы опровергнуть определенные мифы о том, что раз зондировщик пролетел, значит, будет здесь потоп. Раз леса горят, значит, там пострадают какие-то населенные пункты. Все, что сыпется с неба, это ядовито и так далее. Да? Баграт Григорьевич, будучи кандидатом наук, специалистом в физике облаков, я развенчал успешно эти мифы, и мы сообща, подвели для себя какие-то. Думающий да услышит. Вот это вот основной посыл нашей программы. Увидимся ровно через неделю.